Итак, путь артефакта от земли под стекло. Безусловно, речь пойдет об археологическом артефакте. Условно мы его называем артефактом предметы материальной культуры, извлеченные из культурного слоя. Так мы называем толщу напластований в земле, которая является свидетельством существования на том или ином месте древних обществ, их следов жизнедеятельности. Так случилось, что я одновременно работаю в историко-культурном музее-заповеднике Иднакар и Удмуртском институте истории, языка и литературы Удмуртского федерального исследовательского центра. Благодаря такому сочетанию я имею уникальную возможность отследить, проводить и поучаствовать вот в этом длительном пути движения артефакта от момента его нахождения до музейной витрины. Сегодня вот именно с такого ракурса я бы хотела рассказать об этом движении, поскольку вот этот процесс длительный, долгий, непростой, обусловленный множеством разработанных методик и нормативно-правовых актов, и он часто остается за кадром и является такой своеобразной научной рутиной, о которой, как правило, не говорят, она остается в таком закулисье. Все мы видим романтику полевой жизни. Прекрасные кадры с раскопок, палатки, лагерь, работа лопатами, с совочками. И все мы видим прекрасные экспонаты в музеях, археологические, и созерцаем их, и любуемся. Но, как я уже сказала, за этим лежит долгий, непростой путь, и это лишь вершина айсберга. Итак, в движении артефакта от раскопа до музейной витрины условно можно выделить 3 огромных этапа. Так называемый полевой, камеральный или кабинетный и музейный. Начну с первого этапа. Полевой. Он происходит в процессе полевых работ. Что является полевыми работами? Это прежде всего археологические раскопки, но и археологические разведки, в процессе которого, как правило, происходят археологические находки, которые должны в дальнейшем быть научным образом обработаны и атрибутированы. Полевыми работами руководит специалист, исследователь, археолог, который имеет особое разрешение, мы называем его открытый лист, и получают его археологи в Министерстве культуры. И чтобы стать археологом, конечно, нужно тоже проделать непростой путь. Стоит еще отметить, что археолог, именно касательно археологии, очень подходит утверждение, что один в поле не воин, потому что археологу помогают многочисленные участники экспедиции не только на моменте полевых работ, но и в дальнейшем. Если количество находок не столь велико, эта команда не возрастает до большого количества людей. Полевой этап включает в себя еще некоторые моменты движения. Во-первых, это фиксация археологического материала и контекста. Как бы странным и парадоксальным ни казалось, при раскопках разрушается археологический памятник, и главная задача археолога – зафиксировать археологический контекст, то есть условия залегания находки, все микрочастицы, мы бы это назвали, все следы жизнедеятельности прошлых обществ, и зафиксировать, задокументировать как следует. Это происходит также в несколько этапов, и для наглядности можно показать, что прежде всего это фотофиксация. С помощью фототехники мы сейчас имеем уникальную возможность каждый кусочек не по разу сфотографировать, зафиксировать. Во-вторых, это графическая фиксация. Никто не отменял этого, поскольку техника иногда может давать сбои, и всегда нужно дублировать на бумаге. Но это и требует дальнейшая подготовка научного отчета. Графическая фиксация – это, то есть зарисовка на миллиметровых планах, детальная прорисовка всех находок и объектов археологических, найденных нами в раскопе. В-третьих, инструментальная фиксация. Каждая находка
фиксируются в сетке раскопа. То есть у раскопа это не просто тоже площадка, условно какая-то выбранная, это тоже своя точная система координат с глубиной, с ориентацией по северу, по сторонам света и прочие тонкости. И часто фиксация находок происходит в том числе и с помощью инструментов. Это нам на помощь приходят теодолиты, тахиометры, то есть геодезическое оборудование. Они, условно говоря, почти что GPS-привязкой, мы должны вот фиксировать такой материал. Но это все, конечно, в идеальном таком ключе. Ну и с помощью традиционных рулеток, также рулетки, миллиметровки и система координат. Далее, после фиксации находки происходит оформление так называемого полевого паспорта находки. Мы просто ее называем этикетка. В нее вносятся все данные, которые мы получили. Во-первых, координаты по север, восток, глубина, на которой залегает находка, описание слоя, в котором она обнаружена, и наименование, конечно, то есть в процессе мы сразу атрибутируем, что это за находка, фрагмент керамики, бусина, такие короткие заметки. Вот это все оформляется в полевой паспорт или этикетку. Первичная упаковка происходит прямо на раскопе, и после этого находки все спускаются в конце рабочего дня к камеральщику. Камеральщик, так условно называется специалист, который занимается обработкой вещевого материала. Этот этап также включает в себя еще несколько небольших. Обычно камеральный этап, первичный такой камеральный этап, он происходит уже в условиях поля. Особенно это касается моментов раскопки крупных поселений с большим культурным слоем, поскольку идет огромное количество находок, оно исчисляется несколькими тысячами, и все это нужно успеть оформить и обработать в условиях поля. Во-первых, происходит распаковка в поле камеральщиком, очистка первичная от загрязнений, просушка в естественных условиях, и после этого камеральщик приступает к дальнейшей фиксации уже в полевых документах и переносит информацию с этикетки в полевую опись. Во-первых, маркировка предметов происходит, каждой находке присваивается свой индивидуальный номер. Под этим номером находка заносится в документ, полевая опись. Это своеобразная такая инвентарная книга в табличной форме, где прописывается вся информация с этикеток, в каждую графу заносится. То есть все, находка задокументирована уже, можно сказать, второй раз в этикетке и в полевой описи. После занесения в полевую опись происходит первичная сортировка, то есть отбор и деление материала на массовые находки и индивидуальные. Массовые находки – это такой материал, который в большом количестве присутствует, например, фрагменты керамики, но мы ни в коем случае не говорим, что они не значимы для науки, мы просто отбираем те, которые более информативные и менее информативные, или какие-то уникальные находки, мы их выделяем, которые неповторимы, которые несут большую в себе информацию и потенциал. То есть вот такая первичная сортировка. После этих манипуляций предмет еще раз упаковывается, уже чистый, зафиксированный во всех документах полевых. И с этого момента наступает следующий крупный этап, это кабинетный, мы бы его назвали. То есть камеральная, она условно может происходить в поле, и на усмотрение исследователя может происходить и в кабинетных уже условиях после завершения полевого сезона, поскольку иногда находок бывает совершенно немного, и это проще сделать в условиях кабинета. Вот такой совершенно кабинетный этап, что он в себя включает? Его цель – это научная атрибуция и подготовка материала и всех в целом материалов археологических исследований к
оформлению отчета об археологических исследованиях. Каждый археолог, держатель открытого листа, обязан в течение 3 лет после завершения срока действия открытого листа разрешения сдать отчет о проведенных им работах в архивный фонд Российской Федерации, ну и находки в музейный фонд, о котором чуть позже. Опять же, этот кабинетный этап отвечает часто на такой распространенный вопрос, что делают археологи зимой. Он звучит довольно часто и порой некоторых вводит в недоумение. Данный этап предполагает прежде всего обработку и научный уже анализ собранного материала. Опустим здесь моменты описания хода полевых работ, которые это все очень добротно описывается в научном отчете, и остановимся лишь на моментах, которые связаны с вещевым материалом, с движением нашего артефакта. На этом этапе, касаемо вещевого материала, происходит следующая манипуляция. Происходит вторичная сортировка, то есть все индивидуальные находки еще раз просматриваются. Возможно, из массового материала к ним добавляются еще какие-то уникальные, которые в процессе работы обнаружились, и информативные. Затем фотографирование каждого индивидуального предмета в 2, как минимум, ракурсах. Фотографирование, прорисовка, особенно если касается каких-то орнаментальных особенностей, профилей, фрагментов керамики и прочих деталей. И, безусловно, описание. Более подробно уже, чем мы делали это в этикетке и в полевой описи, уже такое научное описание, атрибуция предмета. Параллельно с этим может происходить поиск аналогий для датирования предмета дальнейшего, описание техники изготовления, сохранности и измерения каждого предмета. То есть более подробное оформление его паспортных таких данных. Все данные вносятся уже в коллекционную опись. Коллекционная опись – это еще одна ступень учета, которая в последующем содержит все приведенные выше данные и в последующем будет включена в научный отчет о произведенных археологических исследованиях. Кроме полевой описи, все сфотографированные находки оформляются в графические приложения, которые и в фоторежиме, и в рисованном режиме включаются также в отчет в качестве графических приложений. Ну и самое такое подробное включение в отчет – это описание вещевого материала. Здесь подробно характеризуется весь комплекс находок с количеством найденных единиц, с, возможно, некоторым описанием наиболее выразительного материала. Также описание, группировка предметов по материалам. Вот, например, изделие из цветного металла обнаружено, например, в количестве 50 единиц. Из них выдающимися являются шумящие подвески таких-то типов. Ну, вот в таком ключе все это происходит и включается в научный отчет. После оформления научного отчета, как я уже сказала, может пройти 3 года, когда мы его обязаны будем сдать в архивный фонд. И на этом же этапе может происходить по желанию и надобностям археолога-исследователя научная уже обработка, введение в научный оборот данных, подготовка научных статей, какие-то специальные исследования, если речь идет о исследованиях предмета, естественно-научных, междисциплинарных. Поскольку после сдачи в музей эта вероятность и возможность снижается, потому что там вступают в силу свои законы уже музейно-хранительской и учетной деятельности. После завершения научной обработки, когда исследователь все добротно обработал, произвел необходимые для себя манипуляции, сдал отчет в архив, наступает следующий крупный, ну и завершающий этап движения артефакта. Условно назовем его музейным.
Опять же, по истечении трехлетнего периода с момента окончания действия открытого листа археолог и его держатель открытого листа обязан сдать весь вещевой материал в государственную часть музейного фонда, поскольку все найденные предметы, они являются государственной собственностью, как и непосредственно сами памятники археологии, и происходит в таком ключе. В данном случае, когда речь идет о взаимодействии Института истории языка и литературы и музея Иднакар, такая взаимовыгодная коллаборация происходит учреждений, и это очень удобно. Происходит передача, в частности, вот фонда музея-заповедника Иднакар, который является государственным музеем на территории Удмуртской республики. И в свое время, в 1997 году, он был создан непосредственно академическими историками, археологами Маргаритой Григорьевной Ивановой, Кузьмой Ивановичем Куликовым и Таисией Ивановной Останиной под их руководством и с целью дальнейшего хранения, экспонирования и изучения всех древностей Чепецкой земли, которыми в частности занимаются специалисты-археологи Удмуртского института истории языка и литературы. Сдатчик, в данном случае это держатель открытого листа, археолог, передает в Государственный музей, во-первых, вещевой материал, упакованный, отсортированный, чистый, описанный, и соответствующий пакет документов. Прежде всего, это заявление, коллекционная опись, которую он подготовил в процессе оформления отчета о раскопках, копию отчета в электронном виде, копию своего открытого листа, разрешения на произведение тех раскопок, экспертные заключения, ну или мы называем это легендой, это короткая выжимка из отчета, историческая справка, если можно сказать, о характеризующей коллекцию и произведенные работы на археологическом памятнике. И фотографии предметов, которые им были обработаны. То есть с этого периода, с момента передачи в музей, уже наступает такая зона ответственности музея за дальнейшую судьбу археологических предметов. И наступают своеобразные такие ступени музейного уже учета предметов археологии. Коротко скажу о них. Во-первых, музей создает экспертно-фондово-закупочную комиссию, на которой присутствуют как держатель открытого листа, руководящий состав музея, главный хранитель, ну и непосредственно все научные сотрудники, которые будут в дальнейшем описывать эти предметы, уже как музейные предметы. Оформляются соответствующие документы, протокол заседания экспертно-фондовой закупочной комиссии, акт приема передачи на постоянное или временное хранение. Затем происходит после этого момента ввод учетных показателей предметов в уже, собственно, музейные базы данных. Они называются сейчас КАМИС, они ведутся научными сотрудниками музея. На каждый предмет заводится инвентарная карточка, где опять же вносятся все данные, которые содержатся и в коллекционной описи, переданной держателем открытого листа, фотография, подробное описание местонахождения предмета, исследователь, памятник. Вот все эти данные вносятся в инвентарную карточку. Еще в археологии есть специфика, что, как правило, то есть в основном предметы поступают в музей поколлекционно, не индивидуально, если не идет речь об одной находке, но что бывает в археологических разведках, то поколлекционно. Вот из этих сформированных инвентарных карточек в базе данных можно выгрузить коллекционную опись, уже музейную коллекционную опись, где представлены также фотографии и все эти данные. Не позднее 30 дней с момента заседания экспертно-фондовой закупочной комиссии и процедуры передачи от держателя открытого листа предметов в музей, музей обязан выполнить все эти действия и внести, зарегистрировать в собственных книгах учета поступления фондов, включить в основной фонд вот эти уникальные предметы. Далее наступает вторая ступень музейного учета.
После 60 дней с момента регистрации в книге поступления музея происходит выгрузка данных в государственный госкаталог, мы его называем. Это единая база данных всех фондов Российской Федерации, музейных фондов Российской Федерации. С этого момента официально предмет, который пришел в музей, считается включенным в Государственный фонд Российской Федерации. Но и на этом еще не все. Предмет поступил в музей, он имеет право теперь экспонироваться, но далеко не все музейные предметы доходят до витрины музейной, поскольку у каждого своя сохранность. И чтобы попасть в музейную витрину, он должен быть как минимум хорошей сохранности, но в идеале, конечно, отреставрированным. Тут снова наступает движение музейного предмета по реставрационным механизмам. Ну, на этом я подробно останавливаться не буду, поскольку там тоже своя специфика. Просто можно увидеть, как предметы выглядят до реставрации и после реставрации. Так вот, после реставрации музейный предмет возвращается от реставратора снова в музейный фонд, готовится проект выставки временной или постоянной экспозиции, оформляются тоже соответствующие музейные документы, например, тематика экспозиционный план он называется. Ну и, наконец, монтаж выставки или экспозиции, в процессе которого, наконец, наш музейный предмет помещается под стекло, и любой посетитель музея может созерцать его вот в таком оконченном виде. Таким образом происходит фиксация археологического материала, фотофиксация. Затем инструментальная фиксация, когда мы фиксируем по сторонам света точные координаты предмета, запоминаем их и вносим сразу в этикетку, где фиксируются вот измеренные нами координаты, глубина и слой, например, коричневая глина. И все другие данные: раскоп 1, наименование памятника, участок, к примеру, B1, предмет, в нашем случае Пряслица, количество 1 и подпись. Непосредственно на полевом камеральном этапе происходит очистка предмета от загрязнений. Обычным способом, просто аккуратно, с помощью нехитрых приспособлений мы моем, очищаем предмет. После очистки предмета и просушки в естественных условиях каждому предмету присваивается свой уникальный номер. Если это массовый материал, мы пишем его прямо на предмете. То есть верхний шифр – это номер коллекционной описи, номер коллекции, а нижний – это непосредственно индивидуальный номер каждой находки. В случае с уникальными предметами лучше маркировку производить на небольшом фрагменте бумаги. Под этим номером этот же номер дублируем на этикетку и вносим все данные в полевую опись. Пряслица, материал изготовления камень, сохранность полная, участок у нас B1, глубина 5 и координаты. Слой коричневая глина. С этого момента предмет внесен в полевую опись и начинается уже упаковка. Чтобы попасть в музейную витрину, предмет должен быть как минимум хорошей сохранности или отреставрированным. Вот так, в таком виде обычно мы извлекаем предмет из раскопа.
А вот так он выглядит после реставрации. Здесь мы наблюдаем окислы различные, и порой сложно определить, что это за предмет. После очистки, конечно, мы можем уже грамотно атрибутировать и положить его под стекло. Вот такой долгий, непростой, интересный и увлекательный путь археологического предмета, артефакта из раскопа в музейную витрину.